В этом видео мы рассмотрим прогрессивную ассимиляцию в удмуртском языке. Прогрессивная ассимиляция – это когда предыдущий звук влияет на последующий, от слова «прогресс» – движение вперед. В отличие от рассмотренной ранее регрессивной ассимиляции, прогрессивная отображается на письме. Рассмотрим лично-притяжательные суффиксы «ды-зы», а также сочетание лично-притяжательных суффиксов с винительным падежом «дз». Рассмотрим для примера слово «книга». Это будет книга по-удмуртски. «Книга-ды» значит «ваша книга» с лично-притяжательным суффиксом «ды», а «книга-зы» с лично-притяжательным суффиксом «зы» — это их книга. Такая форма суффиксов используется после гласных, как в случае «книга», и после звонких согласных. Например, «яратонзы» — их любовь. Однако для слов, которые оканчиваются на глухой согласной, используются суффиксы, начальное согласное которых оглушается. Рассмотрим, например, слово «эш» — «друг», которое оканчивается на глухой согласной «ш». Чтобы сказать «ваш друг», «их друг», используются не суффиксы «ды-зы», а суффиксы «ты-сы». Например, «эш-ты» — «ваш друг», «эш-сы» — «их друг». В данном случае в этом и состоит прогрессивная ассимиляция. Следующий согласный уподобляется предыдущему по глухости. Теперь рассмотрим суффиксы «дз». Это сочетание лично-притяжательных суффиксов первого и второго лица единственного числа «твой», «его» с винительным падежом. Пример. Книга «д» — твою книгу. Например, я вижу твою книгу. Книга «з» — его книгу. Для слов, которые оканчиваются на глухой согласной, используется, так же как в предыдущем случае, вариант суффиксов, которые начинаются на глухой согласной. Например, «эш-те» — твоего друга, «эш-се» — его друга. Еще раз замечу, что прогрессивная ассимиляция, в отличие от регрессивной, отображается на письме и не представляет сложности произношения.